Башкирский государственный педагогический университет получил госзадание на научные исследования сразу по 3 направлениям. Обсудим их подробно прямо сейчас вместе с ректором БГПУ Салаватом Сагитовым. Салават Талгатович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Итак, давайте с первого проекта начнем. Он касается дефицита кадров, да, и кроме того индивидуальной траектории образовательного педагога. В чем суть? Порядка 2000 дефицит преподавателей у нас сегодня в республике. Расскажите, какие планы? В первую очередь, наверное, хотелось бы отметить, что наш университет действительно добился этого права, что вот в этом году уже 3 направления мы выиграли. Я думаю, еще пару обязательно за ближайший месяц-два мы сможем подтвердить. И Министерство просвещения России включило нас в первую группу университетов среди 33 педвузов. 5 университетов признаны первой категории, мы один из них. И вот наряду со теми 185 миллионами, которые мы получили на обновление материально-технической базы, и вот госзадание, это, наверное, один из таких показателей. То, что вы сказали, действительно, у нас сегодня 2 вида дефицитов можно выявить. Это количественный дефицит, вы уже отметили, 2000 человек сегодня не хватает в Республике Башкортостан среди преподавательского состава, среди учителей школ, воспитателей детских садов. И второй качественный дефицит. И вот наш проект, он направлен в первую очередь на ликвидацию качественного дефицита. Сегодня как получается? В соответствии с законом об образовании Российской Федерации каждый учитель раз в 3 года должен проходить повышение квалификации. И вот здесь и многоточие, потому что как проходит это повышение квалификации, что дают каждому педагогу, остается, не то, что неизвестным, а надо ему это или не надо. И вот мы предлагаем проект, и мы опробовали его уже в мае месяце, пилотное было среди 700 преподавателей, учителей города Уфы, преподавателей нашего университета, студентов, где мы посмотрели, вот, грубо говоря, тестированием, а какие качественные дефициты необходимо подтянуть тому или иному конкретному человеку. Кому-то необходимо подтянуть предметную базу, кто-то не знает, условно, как доказывать теорему Пифагора, да, забыл. Кому-то неизвестна методика, кто-то не знает, как объяснять детям, как доказывать теорему Пифагора. А кому-то необходимо наращивать мягкие компетенции, soft skills, то, что сегодня, так скажем, достаточно модное слово. Так вот, в зависимости от от результатов тестирования мы предлагаем каждому преподавателю, каждому учителю свою траекторию и предлагаем не только курсы, допустим, нашего университета, это не столько даже университету нужно, это республике нужно, это в принципе нужно педагогическому сообществу. Мы предлагаем создать такой портал, где будут и онлайн-курсы разных акторов, это и наш университет, и классический университет, это и Институт развития образования, это могут быть самые разные вузы, и календарь событий, где каждый преподаватель сам уже сможет выбрать то, что ему рекомендовано подтянуть. Кому-то методику, кому-то предметную базу, кому-то soft skills. И мы считаем, что действительно вот на сегодняшний день проблема качественного дефицита состоит прежде всего в том, что нет у Министерства, допустим, образования и науки Республики Башкортостан материалов, нет фактуры, с чем работать. Что нужно подтягивать? Получается, что мы можем условному химику давать химию, а может быть ему химия не нужна, он хорошо ее знает, ему нужно подтянуть методику. И именно поэтому, так скажем, мы хотим и разрабатываем эту программу в этом году по 6 предметам. Планируем на следующий год завершить ее, всю линейку охватить. И это позволит еще раз в ближайшие 2-3 года выстроить эту систему для того, чтобы каждый педагог повышал квалификацию в том направлении, которое необходимо. Не которое где-то кем-то написано, что давайте вот этот курс должно пройти 500 человек, а именно то, что ему необходимо. Какой ожидаемый эффект для системы образования? Самый главный эффект – это повышение качества учителей, качество преподавания. Соответственно, мы сможем увидеть и качество детей, когда они будут заканчивать школу, 9 или 11 класс, или в принципе тестирование идет любого класса. И я думаю, что это обязательно должно выявиться и проявиться здесь. Второй проект касается цифровых и интернет-технологий на примере сельских и малокомплектных школ. Да, что планируете сделать здесь? На самом деле наша республика большая, около 40% проживает на селе, и мы с вами знаем, что проблемы в сельских и малокомплектных школах, что не с большим удовольствием туда едут учителя, и зачастую каждый учитель несколько предметов вынужден вести. Вместе с тем, на уровне и Российской Федерации, и Республики Башкортостан сегодня в рамках нацпроекта образования предпринимаются большие усилия по цифровизации, по автоматизации учебного процесса. Точка роста, вот этот проект, который располагается в маленьких городах и в сельских районах. К сожалению, не всегда педагоги знают, а что с этим делать.
Да, вот КПД использования вот этого материала, оно, на мой взгляд, сегодня достаточно низкое. Поэтому наша задача, сейчас мы опять-таки 1800 учителей взяли в качестве пилотного режима в этом году, выстроить модель общения педагогического университета с таким вот сообществом учителей из села, чтобы мы в дальнейшем могли уже более тесно работать. Задачи, которые сегодня ставятся в университете, я ставлю перед своими преподавателями, профессорами, чтобы студент, выпускник университета был самым квалифицированным в IT. Вот он сегодня выпустился в 2021 году, приходит в школу, он в школе должен быть самый грамотный по IT. Выпускник 2022 года должен быть еще грамотнее. Но ведь у нас сколько таких сегодня учителей, которые не имеют возможности, да, повысить свою квалификацию в IT-направлении, и на это направлена в первую очередь наша задача. То есть интернет очень большой, и невозможно самому, наверное, выбрать то, что вам нужно, вот этот контент, который необходим для развития, как личности учителя, как для преподавания. Вот мы стараемся этим помочь. Плюс, об этом мы тоже часто говорим, буллинг. Да, вот этот буллинг постоянный, который кибербуллинг. И одно из важнейших направлений, которое мы берем, как противодействовать этому и учим этому наших преподавателей. Как вы оцениваете готовность инфраструктуры, да, вот, что касается цифровых технологий в сельских школах? Еще раз говорю, инфраструктура есть, а вот КПД, ее использование, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. И именно поэтому мы этот проект и задумали. Вы знаете, вот VR-шлемы, которые сегодня есть, очень не хочется, чтобы через год, через два в них носили воду, использовали вместо ведра. Хочется, чтобы их использовали по назначению. Для этого нужно постоянное повышение квалификации наших учителей информатики, и не только. Ведь, когда мы говорим о цифровых технологиях, особенно в образовательной среде, почему-то люди думают, что это касается технических только специальностей. А сегодня цифровые технологии везде, поэтому мы должны учить это и физиков, и лириков. Полилингвальная школа в многонациональных республиках, в регионах Российской Федерации – это еще один проект, на котором сейчас работает БГПУ. Да? Здесь в республике в нашей уже есть опыт полученный. Вот, что вы хотите поменять, что вы хотите предложить? Мы изучаем не только нашу республику. Республика действительно делает первые шаги в этом направлении. И, наверное, это научное направление интересно, потому что в некоторых регионах это внедряется. Естественно, в основном это в национальных республиках. И мы изучаем сейчас опыт 7 регионов. Это 3 республики Северного Кавказа, 3 республики Урала, Поволжья и республика Саха. И смотрим, у всех разные модели. И оно понятно, у каждого разное количество населения. Качественный состав населения разный, не только количественный. И мы смотрим, какая модель наиболее интересна, наиболее применима может быть и для нашей республики, и в целом для нашей страны. Ведь не секрет, что, во-первых, если ты знаешь много языков, это только плюс, это уже доказано, да. И есть проблемы с изучением родных языков, есть проблемы с изучением русского языка, это тоже сегодня большая проблема. Если в Российской Федерации, слава богу, этой проблемы нет, то те страны, где русский язык считался всегда основным, во многих уже перешли на кириллицу, с кириллицы на латиницу, некоторые собираются переходить, некоторые наши братские в кавычках, они славянские, но, к сожалению, братские в кавычках страны вообще объявили русский язык вне закона, и поэтому позиции русского языка тоже слабые. И вот наш проект направлен именно на то, чтобы посмотреть те модели, которые позволяют изучать и русский язык, и родные, и иностранные языки для полноценного гармоничного развития личности. Салават Алгадович, мы с вами обсудили проекты, которые уже госзадание получил БГПУ, да, что вы еще планируете, в каких направлениях участвовать, куда заявки будете подавать? Мы уже подали эту заявку, генетика. У нас в нашем университете есть кафедра генетики, ей 25 лет, может быть, звучит достаточно удивительно, наверное, многие не знают. Но вот в прошлом году летом, когда пандемия была, первая волна в самом разгаре, и, к сожалению, эти волны не прекращаются, было поручение президента страны Владимира Владимировича Путина о том, что необходимо разработать методические какие-то рекомендации, которые могли бы, или методические разработки, которые могли бы внедриться в преподавание в школах и в вузах. То есть не для биологов, не для химиков, а вот для нас, для обычных школьников, для общих, такой ликбез по генетике, именно чтобы людям объяснить, что такое генетика, как себя вести. Опять-таки мы с вами вот недавно буквально говорили, да, от чего зависит здоровье человека. От врачей 10-15%. Очень много зависит от генетики, это надо объяснять. И вот мы сейчас разрабатываем, это будут такие массовые онлайн-курсы для школьников и их родителей отдельно, для студентов вузов отдельно и для учителей биологии. Это больше в части по подготовке к олимпиадным задачам,
задачникам и другим таким уже более высшей материи, что называется. Ну и следующий проект, который тоже, на мой взгляд, очень важен. Наш вуз сейчас занимается тем, что изучает ситуацию с русским языком, о котором я уже говорил, в наших братских союзных республиках бывших. И с учетом того, что в Республике Башкортостан русским языком владеют абсолютно все, да, а еще там 60-70 лет назад это была проблема. То есть здесь в нашей республике хорошая методическая база наработана. И у нас сейчас уже нет учебников русский язык в нерусской школе, хотя когда-то буквально недавно они были. И вот наши наработки мы сейчас будем, так скажем, кальку снять не получится, но применять для того, чтобы русский язык более плотно входил в такие страны, как Таджикистан, Кыргызстан и так далее, так далее. Это те регионы, которые тоже потеряли за эти 30 лет, где русский язык, где потерял свои позиции. Поэтому наш университет там является одним из базовых у Министерства просвещения по развитию русского языка. Это неудивительно, мы являемся университетом Шанхайской организации сотрудничества, мы являемся опорным университетом России по развитию русского языка, поэтому, еще раз говорю, это вполне закономерно. Но мы с вами понимаем, от развития русского языка зависит развитие всех языков в нашей стране. И башкирского, и татарского, и чувашского, и всех других. Потому что мы завязаны одним большим культурным пространством. И если коротко, очень хочется спросить, БГПУ является участником Евразийского научно-образовательного центра, который создается в Башкортостане. Какие преимущества от сотрудничества видите вы для студентов, для преподавателей, ну и для всей республики? Мы по 3 проектам, по 3 направлениям вошли в НОЦ. Первое — это генетика, о которой я уже говорил. Здесь преимущество само собой. Здесь и она в большей части образовательный характер будет носить, но в том числе мы сейчас смотрим, занимаемся таким направлением, как генетика пчелы. Очень интересно, потому что, например, наши южнокорейские партнеры университета Инчхон, они говорят, когда мы общались, так что если для нас с вами укол пчелы не то, что не страшно, а где-то даже полезен, а для южнокорейцев у них этого гена какого-то, видимо, нет, и у них смертельно опасен укус пчелы. Такой информации, которую нам сказали. Поэтому это тоже мы будем разрабатывать. Второй проект, второе направление — это нанотехнологии. У нас есть зеркальная лаборатория. В прошлом году мы выиграли конкурс Высшей школы экономики по нанотехнологиям, и поэтому это тоже направление лет 20 уже развивается в университете. И, естественно, НОЦ позволит нам взаимодействовать с партнерами уже, которые вошли в этот НОЦ, с крупными промышленными предприятиями. И третье, наверное, самое главное для нашего университета, задача в НОЦ. Что такое НОЦ? Это история на 30 лет минимум. И, значит, мы в школах уже должны делать определенный крен на то, чтобы дети в школах знали, могли предполагать, в какой университет они пойдут, и самое главное, куда они пойдут дальше работать. Поэтому это все НОЦ. Где ты будешь учиться, где ты будешь работать и применять свои знания. Значит, мы уже в школе детям должны об этом рассказывать. И где-то, может быть, даже менять учебные планы. Это уже тема отдельного интервью с Салаватом Талгатовичем. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня в гостях был ректор БГПУ Салават Сагитов, и мы обсуждали новые проекты БГПУ.